Наша программа молодежи, в частности той, которая успешна в той или иной сфере. якҷоя бо шумо мо кӯшиш мекунем ки аз асрори муваффақиятҳои қаҳрамони барномаи комёб огоҳ шавем. Наша программа не охватывает одну конкретную тему. муҳим он аст ки қаҳрамони барномаи мо ҷавон ва муваффақ бошад, намуна бошад ва роҳеро барои ояндаи нек нишон дода тавонад. Если вы хотите знать о проектах и творчестве ваших успешных сверстников, то оставайтесь с нами. агар шумо ҳамчунин ҷавонони муваффақро медонед, мешиносед ва дар борааш иттилоъ додан мехоҳед, пас ба мо хабар диҳед. Это программа Комьёб. Меня зовут Магинос. ва ман Довуд. Всем привет! салом ба бинандаи барномаи комёб. Это 4-й выпуск программы Комьёб. мо гурӯҳи эҷодии барномаи комёб хурсанд аз он ҳастем ки барномаҳои моро тамошо мекунед ва ба қаҳрамонони барномаи мо таваҷҷӯҳ доред. Герой сегодняшней программы – амбициозная девушка с большими планами на жизнь Ануша Комрони. Ануша является сооснователем бренда женской одежды Мино Комрони и основателем SMM-агентства «Студио». барои шумо аҷиб нест ки чӣ гуна як бонуи ҷавон дар як вақт ду шуғли аз ҳам фарқкунанда тарроҳӣ ва маркетинги медиаи иҷтимоиро пеш мебарад. Давай вместе узнаем ответ на этот вопрос, посмотрев подготовленный нами сюжет. Всем привет! Меня зовут Ануша, мне скоро 27 лет. Я сооснователь бренда женской одежды Мино Комрони, а также основатель SMM-агентства «Студио». Я очень творческий человек, но также я еще и аналитик. То есть во мне живут всегда две личности, которые между собой конкурируют. И это мне помогает очень сильно вести бизнес. То есть я очень идейная, к тому же я очень люблю структуру, анализ и так далее. Я в бренде отвечаю также за дизайн, за продакшн, за пиар, за маркетинг и за всю техническую часть. Идея создания бренда была всегда в нашей голове, но я больше думала, если честно, про детскую одежду. После того, как я вернулась из Киева и не доучилась на медика, я решила, хорошо, надо чем-то заняться, и я всегда думала именно о бренде детской одежды. Но потом сестренка, так как умела шить, и она начинала шить сама самоучка. И у нас еще бабушка, очень крутая портниха, она вышивала за ардузи, если кто-то знает, что это такое. Вот, и мы решили, сестренка пришла с идеей, говорит, а давай-ка попробуем все-таки создать свой бренд. Мы пошли, естественно, к первому нашему спонсору и инвестору, это к нашему отцу, который нам дал первоначальный взнос. И мы так начали. Я очень разносторонняя личность, то есть мне нравится все, абсолютно, все сферы бизнесов и так далее. Но для меня примером предпринимателя всегда был отец. Но юношеский максимализм и детская мечта стать кардиохирургом взяла верх, и я поступила все-таки в медицинский, но в 7 классе, когда мы в школе проходили основы рыночной экономики, тогда у меня уже был готовый бизнес-план клиники, так как вот именно в том году мой отец, открывали они клинику иранскую. Это меня очень сильно вдохновило. Я сказала, вот я буду кардиохирургом и открою свою клинику. Если честно, качество знаний в нашей стране не соответствует дипломам и ни к чему, поэтому я параллельно работала, развивалась дальше, и мы открыли. Хотела вам показать пару вещей, что мы шьем. Пиджаки. Они одинакового фасона, но разных цветов. Как вы видите, они очень круто смотрятся. Я тоже сегодня в нашей одежде. Мы немножко сейчас меняем свое направление, то есть это будет классика, то есть это будут очень женственные образы, твид, это будет роскошь, то есть это кожа, это будут шелка. А также мы немножко переходим на этнику. То есть нам еще очень нравится бохо-стиль. То есть в Мино Комрони теперь будут 2 направления. Вот такие. Это у нас кимоно. Нам очень нравится, мне тоже очень нравится. Мы как раз вот на последней выставке получили очень много отзывов о том, что это очень красиво. Нашу одежду могут позволить себе сейчас уже почти что все, потому что у нас начинается одежда от 200 сомони и выше. В швейном бизнесе могут возникать много ситуаций. Это утечка кадров в первую очередь, второе это брак, когда вы закупаете большую партию ткани, она оказывается бракованной, не всегда поставщики
любезно возвращают вам деньги, либо меняют ткань. И брак производства. Это самое страшное, что может произойти. После пандемии мы покупаем все ткани, которые существуют на рынке здесь, в Таджикистане. До пандемии я очень часто заказывала с Узбекистана и с России. Сейчас мы хотели возобновить, но из-за всей этой ситуации непонятно, как дальше будет. Мой день начинается утром с новостей, стакан воды. Я планирую свою неделю, уже все расписано. Мои дни, они не повторяются, что очень классно для творческого человека, потому что когда начинается рутина, творческий человек во мне умирает. Поэтому я всегда люблю обучаться, покупаю разные курсы и никогда не останавливаюсь. То есть внутри меня сидит критик, который всегда говорит: Ануша, ты много не знаешь, ты недостаточно знаешь, давай обучаться, надо дальше двигаться. И вот этот критик и помогает мне дальше развиваться. У меня два направления бизнеса, что я вам не рассказала. Кроме бренда Мино Комрони, у нас еще есть SMM-агентство, которое зародилось в 2020 году, в сентябре. Мы его открыли, потому что мне было сложно найти компанию, которая бы профессионально и качественно вели страницы. Я горжусь сегодня собой. Тем, кем я стала. Я недавно даже сидела, самокритикой занималась, что мне кажется, что я не двигаюсь вперед. Потом мне один хороший человек сказал, что посмотри вокруг себя, что какую красоту создаешь, благодаря тебе люди работают, то есть созидательно очень. Я действительно посмотрела. Я горжусь собой тем, кем я стала сейчас, что я не останавливаюсь, всегда двигаюсь вперед. Мне всегда всего недостаточно. Это главный мотиватор. И я горжусь этим, что я всегда двигаюсь вперед, развиваюсь и создаю рабочие места. У меня в голове куча идей, куча проектов. Мне бы пару инвесторов, конечно, для реализации всего этого. Судьба расположила так, что в моей жизни появился любимый человек. Мы познакомились на съемках также одного проекта. Он там фотографировал. Сначала мы не понравились друг другу, то есть это были такие отношения, то есть типа, кто он вообще, и у него такое впечатление сложилось, но потом постепенно он улетел, мы начали общаться, и так и все зародилось. Он фотограф и видеограф, и вот мы сейчас запускаем с ним новый проект, это летящие платья, или по-другому Flying Dress 3G. То есть это будет как у цирка Дю Солей, мы будем ездить по всем странам, снимать эти платья, короткие видео, фото. То есть это будет комплекс услуг. Я хочу эмигрировать, потому что я не чувствую себя в этой стране собой. То есть я всегда с детства чувствовала себя здесь чужой. А то, как меня воспитывали и росли, потом я попала, то есть, в детский сад, потом в школу, и мой мир всегда противоречил. То есть то, какой меня воспитывали, то, что я читала в книгах, то, что рассказывали дедушки, бабушки, не соответствовало тому, что я видела каждый день. Я люблю петь, но это больше для себя. То есть у меня есть слух, но голоса нет. Я слышу такт, я слышу ритм, но голоса нет. Но я пою для себя. 5 лет себе назад я бы посоветовала не загоняться много, не негативить много, что все, что не происходит в жизни, оно всегда проходит. То есть всегда все случается к лучшему. Сейчас, когда какая-то ситуация происходит, да, я грущу, даю себе время раздумать, обдумать, для чего это, почему это, и все. Это занимает 1-2 дня. А раньше я прям уходила в депрессию, все, жизнь на этом заканчивается, и очень много негатива. Сейчас я понимаю, что всему свое время, все происходит не просто так, и все всегда к лучшему. воқеан ҳамин сӯжа гувоҳӣ он аст ки имрӯз ҷавондухтарони тоҷик дар баробари мардон ба тиҷорат майл доранд ва муваффақам ҳастанд. Хуб, шумо аз фаъолияти ин бонуи ҳунарманд чӣ таъссурот бардоштед? Я поняла, что при правильном тайм-менеджменте вполне возможно заниматься абсолютно разными вещами. Главное – грамотно распределить свои силы и энергию, чтобы работоспособность была качественной. қаҳрамони нашри ояндаи барномаи комёб, соҳибкори ҷавон ва муваффақ, муассиси бренди Азам Шуз Азам Ахрулаев хоҳад буд. Спасибо вам за просмотр наших выпусков. И если у вас есть пожелания, вы можете нам написать на адрес электронной почты, который мы укажем под этим видео. ба саҳифаҳои иҷтимоии мо дар сомонаи
сохтмонҳои YouTube, Instagram ва Facebook обуна шуда, ҳар ҳафта тариқи барномаи Комёб аз муваффақиятҳои ҳамсолони худ огоҳӣ пайдо кунед. До встречи на следующих выпусках программы Комьёб. То нашлимем баъда.